За 100 с лишним лет, прошедших с тех пор, как был найден Зеленчукский надмогильный памятник с надписью «Карачаево-Черкесии», было предпринято несколько попыток ее чтения на осетинском языке. Однако неудовлетворенность опубликованными чтениями до сих пор сохраняется. Поэтому были предложены другие расшифровки на кабардинском, балкарском и чеченском языках. Вагапов впервые показал, что при расшифровке средневековых надписей Центрального Кавказа, в частности зеленчукской надписи, нельзя игнорировать и чеченский язык. И все же его вариант был скептически воспринят, что требует нового обращения к чтению зеленчукской надписи на чеченском языке, так как некоторые ученые считают, что аланы были нахоязычными. При знакомстве с предложенными текстами, несмотря на их различное содержание, есть факты, объединяющие всех авторов. Все они пытались прочитать текст на основе греческого алфавита, тогда как на самом деле текст написан кириллицей. Если бы были выписаны все буквы памятника и был бы проведен палеографический анализ, то быстро бы выяснилась истина, и на протяжении долгих лет читатели не вводились бы в заблуждение. Это первейшая задача дешифровщика. Ни один из авторов так и не прочитал до конца все буквы памятника, что тоже не могло способствовать успеху. Из 93 знаков текста непрочитанными остались 28-30 букв, и около десятка знаков внесено необоснованно, что не могло не исказить текст при любом желании. На самом деле текст начинается с четко видимой даты, которая относится к XIV веку, то есть к началу позднего Средневековья. Основная часть авторов считают эту плиту групповым памятником, что не подтверждается при правильном чтении текста. Теперь несколько слов о графической основе надписи, которая играет важную роль для правильного чтения письма. Мы убеждены, что текст зеленчукского памятника написан не греческим письмом, а на основе кириллицы, так как, во-первых, он написан четко выраженным полууставным письмом рубежа XIV-XV веков. Во-вторых, в тексте присутствуют буквы Ч, 4-8 строки, Б, 16 строка и Э, 20 строка, которых нет в греческом алфавите. Там буква Б передается через В. В-третьих, над цифровыми буквами стоят черточки, титло, как принято в кириллическом письме, а не диактрические знаки, как полагается в греческих цифрах. В-четвертых, памятник датирован христианской эрой, а не византийской эрой от сотворения мира, как было принято в Византии. В-пятых, буква «э», которая в русском алфавите появляется только с XVIII века, в аланском письме существует с самого начала, что говорит о самостоятельности и оригинальности этого письма. В-шестых, буква «с», которая в тексте встречается 6 раз, написана кириллицей. Возникает вопрос, неужели до сих пор не замечали столько фактов против признания греческим графику данного памятника? Не видеть хотя бы часть приведенных фактов просто невозможно. Вначале их легко проигнорировали, объявив мастера резчика малограмотным. Дело в том, что когда Миллер писал свою работу, и в мыслях не могли допустить о наличии у горцев в период раннего Средневековья своей письменности, тем более на основе кириллицы. Потом над последователями давлел уже авторитет первооткрывателя. Прежде чем перейти к чтению текста, необходимо сопроводить его палеографическим разъяснением, иначе не все сами смогут прочитать памятник старины и убедиться в достоверности изложенного. Дело в том, что кирилловское письмо во всех странах, где оно существовало,
Болгарии, Сербии, России и Алании развивалась по общим правилам, несмотря на самостоятельную историю этих стран. Текст памятника написан четко выраженной кириллицей, где представлено и уставное, и полууставное письмо, характерное для второй половины XIV века. В надписи использовано всего 20 букв, которые, повторяясь, дают 92 или 93 знака. Вызывает недоумение, что все исследователи проигнорировали хорошо видимое титло над буквами, с которого и начинается текст, что указывает на наличие даты. Ведь на Северном Кавказе дата памятника обычно выбивалась сверху и только изредка снизу. Первая буква, йотированная «ай», с титлом обозначает 10. Вторая буква «ю» с титлом дает цифру 400. Правда, второе титло соединилось с верхними краями буквы, но при желании отличить можно. Во всяком случае, буквы «С», как полагали раньше, здесь нет. Эти цифры дают дату памятника – 1400 год по христианской эре. На чеченском языке слово «год» означает «шо», которое передано буквами «С» и «О» во второй и третьей строках. В той же третьей строке над буквами «А» и «И» вверх вынесены титло, которые, пересекаясь, как знак X во второй строке, вводили в заблуждение исследователей. Они полагали, что в первой и второй строках дано сокращение имени Иисус Христос. Но тому, кто знаком с архивными документами XIV-XVI веков, тому должно быть известно, что сплошь и рядом встречаются буквы с пересечением титло. Буквы третьей строки А и И с титлом передают цифры единица и 8, то есть 18 лет. Здесь же нужно иметь в виду сообщение Мерве Руди о наличии у Алан буквы «Ш», но в тексте она отдельной буквой не отражена, хотя необходимость в этом проявилась дважды. Полагаем, что Кирилл для аланской азбуки использовал букву «С» с черточкой влево от верхней части буквы или писал его в сочетании с йотированной «Ай». Во всяком случае, подобное действо проглядывается во второй и третьей строках. Чтение 4, 5, 6 и 7 строк больших затруднений не вызывает. Разнобой связан только с первой буквой 4 строки. Исправляя ее, читали как «Н». В данном случае ясно просматривается буква «Ч», у которой в разное время черточка от дуги проводилась в середине, слева и справа, как в предпоследней букве 8 строки. В данном случае в тексте написана фамилия умершего – Чколаос и имя Сахири, где окончание фамилии свидетельствует о греческом влиянии. Дальше слово «фой» – «вой», местоимение «мы». Следующие 3 и 10 строки написаны полууставом и требуют навыков чтения. В каждой строке написано отдельное слово. По Мерве Руди опять выясняется о наличии у алан гортанной фонемы «х», которая необходима для чтения слова третьей строки, но там написана буква «х». Значит, она передавала оба звука, которые различались по смыслу слова. Последние 2 буквы этой строки исследователи читали как «и», а на самом деле там 2 буквы, полууставные «ч» и йотированная «и». В целом слово читается как «хоус-чи» на чеченском, что означает «если посмотрим». В 9 строке «таиф» означает «род»,
В 10 строке урд – наследие, надел, которое вместе с предыдущим дает слово родословное. Некоторых смущает написание буквы «а», как «q», которая в полууставном письме встречается нередко. Было высказано мнение, что перечисление имен завершается словом «фурт» в 7, 10, 14, 18 строках. На самом деле, при правильной разбивке текста читается слово «урт» или «урд» – наследник, потомок. При этом слово повторяется не четырежды, а трижды. В 7 строке для этого добавляли 3 буквы, что совершенно неправомерно. В 9, 13 строках дважды читается незамеченное исследователями слово «таев». А 11 и 14 строки делятся на следующие слова: «Пакатар», «Пака», «Таев», «Урд», что значит «потомок рода Паки Пакатаровича». В 15-18 строках написано «Анпалан Абланиф», «Урд», наследник Абланифа Анбаловича. Что касается 19-21 строк, то Вагапов, подвергнув обоснованной критике предложенную Алборовым и Абаевым разбивку текста, правильно вернул его к чтению Миллера. Однако приводим свой перевод, отличающийся от его перевода. Там написано «Ла каните ирчде оцл», что означает «скончался сын, какой столь тяжкий день». Надпись не требует никаких поправок и дополнений. В конечном итоге чтение зеленчукской надписи сводится к следующему тексту. 1400 шо. 18 шо. Чколаос Сахири. Фой хаусчи таиф урд. Пакатар пака таиф урд. Анпалан абланиф урд. Ла каните ирчде оцл, что в переводе на русский означает 1400 год. 18 лет Сахири Чколаеву, если мы посмотрим родословную, потомок рода Паки Пакатаровича, наследник Абланифа Анбаловича, скончался сын в столь тяжкий день. Текст доступен и понятен любому человеку, знающему чеченский язык, без дополнительных разъяснений, несмотря на то, что прошло 600 лет. Если осовременить текст, то потребуется заменить только одно устаревшее слово «урд» на «техи», которое употребляется сегодня. 1400 шо, 18 шо, Чколаев Сахири, Вайхаусчи Тайпантяхье, Пакатар Паки Тайпантяхье, Анпалан Аблани Патяхье, Ле Кант Ирчеде Отцол. Таким образом, при полном и правильном чтении надписи мы получаем текст связной чеченской речи, полной тяжкого сострадания по поводу безвременной гибели наследника с указанием его фамилии, имени и возраста, а также имен и отчеств родоначальника и отца. Наконец, дана и дата памятника. Место установки, форма и содержание памятника полностью соответствует погребальной традиции чеченцев. Теперь он является уникальным историческим памятником аланского старочеченского письма и языка. Текст написан с соблюдением грамматических правил, лексики, фонетики, морфологии чеченского языка на основе кириллицы. Наш вывод не противоречит общепринятому мнению ученых о том, что ираноязычные осетины и тюркоязычные карачаевцы и балкарцы сложились на основе кавказского субстрата в результате смены языка. Мы только уточняем, что субстратным языком в данном случае был нахский язык.
Это случилось после трагедии, связанной с нашествием монголо-татар и Тимура в XIII-XIV веках и распадом Алании, простиравшейся от границ Дагестана до нынешнего Краснодарского края. Вывод ученых, что осетины, карачаевцы и балкарцы по культуре и антропологическому типу являются кавказцами и только по языку иранцами и тюрками, остается незыблемым. Мы отдаем себе отчет в том, что не все и не сразу воспримут тезис, что аланы были нахоязычными, но от этого истина не перестает существовать, и она со временем станет общепринятой.